Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, Республикалык штабтын пресс борборунда Кыргызстандагы бүгүнкү күнгө болгон эпидемиологиялык абал тууралуу Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министринин орун басары Үсөнбаев Нурболот Төлөшович маалымат берет. Брифингди Түзүодон ЛТР, КТРК, Лото 24, Пирамида, 5-канал телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, Кабар Кыргыз улуттук маалымат агенттигинен, ошондой эле ЛФМ, 1-радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан жана Facebooктан Кыргыз өкмөтү социальное правительство НТРК ЛТР 1-радионун баракчаларынан көрүп уга аласыздар. Добрый день, уважаемые телезрители, радиослушатели. Мы начинаем брифинг в пресс-центре Республиканского штаба. О текущей эпидемиологической ситуации по Кыргызстану расскажет заместитель министра здравоохранения Үсөнбаев Нурболот Төлөшович. Прямой эфир брифинга вы можете посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Лото 24, Пирамида, 5 канал, через областные медиацентры, Кыргызское национальное информационное агентство Кабар, а также на радиостанциях ЛФМ, 1-радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ, на YouTube-канале ЛТР и в Фейсбуке, на страницах Кыргыз өкмөтү социальное правительство, МТРК ЛТР и 1-радио. Анда эмесе Нурболот Төлөшович, сөз сизде. Урматтуу мекендештер, саламатсыздарбы? Адаттагыдай 31 май 2020 жылга карата статистикалык маалымат. Бир сутка ичинде 57 бейтап ооруканадан айыгып чыгарылды. Бишкек шаарынан 40, Ош шаарынан 7, Нарын областынан 10 бейтап айыгып чыгып, кайталап алынган анализдердин жыйынтыктары отрицательный болуп кетишти. Республика боюнча демек бүгүнкү күнгө жалпы 1170 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылды. Бир сутка ичинде 2276 лабораториялык тастыктоо жүргөн. Бул контакт болгон адамдарды жана күмөн болгон адамдардын баарына деген ошол лабораториялык тастыктоо жүрүп жатат. Мына ошол 2276 лабораториялык изилдөөнүн жыйынтыгы менен дагы COVID-19 инфекциясын жугузуп алган жаңы 26 учурун таап каттоого алдык. Бишкек шаарында 7 учур, Чүй областында 3, Нарын областында 12 учур чыкты, Ош областында 1 учур жана Ош шаарында 3 учур чыгып атат. Бул 26 учурдун экөөсү деген тыштан келген завоз болгон учурлар. Бирөөсү жанагы айдоочу дальнобойщик, бирөөсү болсо ошо Москвадан энеси менен келген өспүрүмдөн чыгып жатат. Ошол эле учурда мына 23 бул тыгыз контактта болгон жана биздин медициналык көзөмөлдө турган адамдардын арасынан мына 23 учуру катталып чыгып атат. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, контакт болгондорду биз кайра кайталап дагы ошол 2 жолу ПЦР анализ алып, анан ошонун жыйынтыгы менен жанакындай көзөмөлдөн чыгарабыз. Ошонун ичинен 26-нын ичинен жанакы жугуп шарттары, жанда айтканда источник ошол табылбай туруп атат. Бүгүнкү күндө дагы ошо эпидемиологиялык иликтөөлөр дагы эле улантылып жатат. Ошончо дагы мына бүгүнкү күндө дагы бирөөсү чыгып атат. Кыргызстан боюнча тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жалпы учуру 1748 болуп каттоодо турат. Мунун ичинде Жалал Абад областында 162, Ош областында 218, Ош шаары боюнча 182, Чүй областында 127, Бишкек шаары боюнча 436 болду, Баткен областында 29, Нарын областында 358 учуру катталды, Ыскөл областында 14 жана бул чет жактан келип аткан биздин мекендештерден, биздин жарандардын арасынан жалпы жөн менен 222 учуру табылып, бүгүнкү күндө ошо көзөмөлгө алынып, жанакындай бүт биздин эпидемия каршы иш-чаралардын баары жүргүзүлдү. Бүгүнкү күндө биздин стационарларда 562 бейтап туруп атат. Оор абалдагысы 12 боюнча, жандандыруу бөлүмүндө 5 кармалып туруп атат. Орточо абалда 80 бейтап бар. Канааттандырар абалда бүгүнкү күндө 470 бейтап, чыгарылганы 1170, каза болгондор 16
бүгүнкү күнү 7426 адам биздин медициналык көзөмөлдө үй карантин шартында кармалып турат. Булар болсо тастыкталган оорулар менен байланыштуу болгон жактардын саны. Республика боюнча обсервацияда жаткан адамдардын жалпы саны бүгүн 2241 адам. Бүгүн ушундай статистикалык маалымат туруп атат. Уважаемые соотечественники, статистическая информация на 31 мая 2020 года. За последние сутки из стационаров республики выписано еще 57 пациентов в стране, подтвержденным диагнозом COVID-19. Из них в Бишкеке 40, в городе Ош 7 и в Нарынской области 10. При выписке результаты повторных анализов на коронавирус были отрицательные. Таким образом, за все время выписано с выздоровлением 1170 пациентов. За сутки в вирусологических лабораториях по всей республике проведено 2276 лабораторных исследований. По полученным результатам выявлено еще 26 новых подтвержденных случаев заражения COVID-19 за прошедшие сутки. В Бишкеке 7 случаев, в Чуйской области 3 случая, в Нарынской области 12 случаев, в Ошской области 1 случай, в городе Ош 3 случая. Из этих 26 выявленных случаев заражения 2 случая это завозные случаи. Это один водитель-дальнобойщик проехал через несколько стран, и подросток, который с мамой приехал из-за рубежа. В 23 случаях это выявленные случаи были среди тех людей, которые были под медицинским наблюдением, под домашним карантином, из числа лиц, которые были в контакте с подтвержденными ранее COVID-19. В одном случае за прошедшие сутки источник инфекции пока не найден. Эпидемиологические мероприятия там продолжаются. Таким образом, на сегодня зарегистрировано 1748 подтвержденных случаев заражения COVID-19. Из них в Джалалабадской области 162, в Ошской области 218, в городе Ош 182 случая, в Чуйской области 127, в городе Бишкек 436, в Баткенской области 29, в Нарынской области 358, в Високойской области 14. И среди прибывших из-за рубежа наших соотечественников было выявлено 222 случая заражения COVID-19. На сегодня в стационарах находится 562 пациента, из которых в тяжелом состоянии 12, и 5 из них находятся в реанимации. Средней тяжести 80 пациентов, в удовлетворительном состоянии без симптомов 470 пациентов у нас в стационарах. Выписано 1170 и умерло 16. На сегодня 7426 человек находится под домашним карантином и под медицинским наблюдением в качестве контактных лиц с ранее подтвержденными случаями COVID-19. Обсервационные мероприятия продолжаются. По республике на сегодня находится 2241 человек. Среди них мы проводим лабораторные исследования, анкетируем и решаем вопросы от перевода их под домашний карантин. Это вот такая статистика на сегодня. И в очередной раз хочу еще раз обратиться к согражданам, к соотечественникам. Призываю соблюдать тот необходимый режим, который был предложен и рекомендован Министерством здравоохранения.
Вот, вы все находитесь сейчас в активной фазе, в активном передвижении. Вот, вы видите по нашей статистике, появляются случаи, где мы с неустановленными источниками инфекции, реальная опасность того, что может произойти где-то заражение коронавирусной инфекцией. На сегодня это реальность, она сохраняется. Вот, Министерством здравоохранения предпринимаются все необходимые меры. Вы все знаете, что мы все случаи стараемся выявить, все контактных установить, а также их протестировать для того, чтобы их обезопасить в качестве источников инфекции. Но тем не менее, эта реальная опасность, она есть. Это при каждом инфекционном заболевании такой момент наступает. Поэтому соблюдение всех требований, которые были введены, они направлены для того, чтобы снизить риск распространения инфекции. Поэтому мы призываем, Министерство здравоохранения призывает граждан неукоснительно соблюдать рекомендуемые наши требования и правила. Особенно при посещении мест массового скопления людей надо быть предельно осторожными. Особенно в отношении обезопасить детей нужно предпринять все меры для того, чтобы себя защитить. И в этом плане еще раз призыв: не пренебрегайте правилами безопасности. Они достаточно несложные, но они требуют постоянного выполнения этих правил. Поэтому будьте предельно сами осторожны и ответственны за свое здоровье, за здоровье детей, своих близких. Вот такая у меня сегодня информация. Спасибо за внимание. Спасибо, Нурбол Тулешевич. Один уточняющий вопрос. Сколько новых случаев зарегистрировано среди медицинских работников за последние сутки? За последние сутки среди медицинских работников зарегистрировано 6 новых случаев. Это в городе Бишкек, в городе Ош и в Нарынской области 2 медицинских работника. Это еще одно подтверждение тому, что коронавирусная инфекция, она есть, она достаточно опасная, потому что первые, кто сталкивается с этой инфекцией, это медицинские работники. Они находятся в непосредственной близости с больными, они их принимают. Наши медицинские работники работают в очагах инфекции. Со всеми подозрительными случаями приходится работать и проводить среди них и лечебные, и профилактические мероприятия. И это еще раз доказывает, что это очень коварная, опасная болезнь, потому что, естественно, медицинские работники предпринимают все меры защиты, предохраниться от заражения. Но тем не менее, вот такие факты, они свидетельствуют о том, что это грозная инфекция, и надо быть предельно с этой инфекцией осторожными, потому что пренебрегать — это опасность для своего здоровья. Поэтому на сегодня у нас уже 350 случаев заражения медицинских работников. Это около трети всех случаев. И это связано с тем, что действительно контакт с этой инфекцией, контакт с больными, он приводит к тому, что есть такие случаи заражения. К счастью, 249 наших медицинских работников выздоровели, вернулись в штатные режимы. На сегодня разработаны новые инструкции, разработаны меры защиты, новые, соответственно, с новыми инструкциями. Наши медицинские работники предпринимают все меры, чтобы не заражаться коронавирусной инфекцией. Тем более на сегодня это актуальная тема и для всех остальных наших сограждан. Защищаться надо, защищаться необходимо, и это веление сегодняшнего дня. Проявляя беспечность, мы можем получить коронавирусную инфекцию. Еще раз призываю к благоразумию и соблюдению правил, которые были установлены.
Спасибо большое. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, сиздерге саламаттык сактоо министринин орун басары Үсөнбаев Нурболот Төлөшович маалымат берип өттү. Брифингди ТүЗОодон, ЛТР, КТРК, Лото 24, Пирамида, 5-канал телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, Кабар Кыргыз улуттук маалымат агенттигинен, ошондой эле ЛФМ, 1 радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан, Фейсбуктан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, МТРК ЛТР жана 1 радионун баракчаларынан көрүп уга алдыңыздар. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.